Коми растет количество фактов отключений потребителя от газа. Контроль над ситуацией в этой сфере осуществляет служба Стройжилтехнадзора. Какой там видит данную ситуацию, чем обусловлены такие шаги, в эксклюзивном интервью нашей Татьяне Супряткиной рассказала первый заместитель руководителя ведомства Ольга Микушева. Ольга Михайловна, в Коми растет число отключений потребителей от газа. Какова сейчас ситуация и чем обусловлен этот рост отключений? Действительно, в последнее время мы отмечаем рост количества отключений потребителей от газа, и это обусловлено выявлением нарушений со стороны потребителей. Это и не заключение договоров на содержание газового оборудования, и не обеспечение допуска представителей специализированной организации для проведения плановых осмотров того оборудования, которое располагается внутри жилого помещения. Это самовольная установка газового оборудования, нарушение пользования газом. И все вот эти нарушения, они выявляются на фоне периодически возникающих в средствах, федеральных средствах массовой информации сообщениях о взрывах газа в различных регионах нашей страны. И такие нарушения потенциально являются угрозой возникновения аварийной ситуации, в связи с чем представители газовой службы принимают решение об отключении потребителя от газа. Любое отключение потребителя от газа осуществляется с целью предотвращения аварийной ситуации. А насколько вообще в республике высока вероятность возникновения подобных ситуаций, которые связаны с использованием газа в быту? Вероятность возникновения таких ситуаций напрямую зависит от того, насколько потребители ответственно относятся к тем требованиям, которые предъявляет законодательство в части использования газа и газового оборудования. И если проанализировать причины тех аварий, которые происходят в стране, то мы можем смело сделать вывод, что основной причиной является неправильная эксплуатация газового оборудования самим потребителем. И что необходимо сделать, чтобы обеспечить эту безопасность? Безопасное использование газового оборудования обеспечивается проведением целого комплекса мер. Это техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, это техническое диагностирование газового оборудования, своевременная замена того оборудования, которое вышло из строя. Причем все эти работы должны осуществляться силами специализированной организации. Проведение данных работ непосредственно самим потребителям запрещается. Потребитель не имеет права даже заменить газовую плиту, установить новый водонагреватель. Для того, чтобы выполнить эти работы, он должен сделать заявку и пригласить представителя специализированной организации. Но зачастую мы с такими ситуациями сталкиваемся. Если же говорить о внутридомовом газовом оборудовании, где ответственность по содержанию которого лежит на управляющих компаниях ТСЖ, именно они заключают договор на проведение технического обслуживания такого оборудования, они заключают договор с газораспределительной организацией. Ситуация стабильно положительная. Такие договоры заключаются, работы проводятся. Опасения вызывают только дома, находящиеся на непосредственном способе управления, где нет управляющих организаций ТСЖ, либо дома без управления. В таких домах такие договоры должны заключить сами собственники, и в случае незаключения таких договоров специализированная организация в случае риска возникновения аварийной ситуации также отключает потребителей от газа. По внутриквартирному газовому оборудованию всю ответственность за его содержание несет собственник, и, к сожалению, встречаются случаи, когда потребители нарушают те требования, которые установлены. А люди вообще обязаны впускать в квартиру работников газовой службы? Обязаны. Потребитель газа, если у него в квартире есть газ, обязан заключить договор на содержание и ремонт внутриквартирного газового оборудования, причем договор заключается со специализированной организацией, обязан обеспечить допуск представителю специализированной организации для осмотра этого оборудования и оплатить данные работы. Вообще, в чем необходимость заключения подобных договоров и, скажем, зачем проводить обслуживание оборудования, если дом не совсем еще старый?
газовое оборудование является объектом повышенной опасности, поэтому оно требует регулярного профессионального обслуживания. Необходимость проведения данных работ обусловлена тем, что необходимо вовремя, своевременно выявить неисправное оборудование, утечку газа, если она существует. И зачастую представители специализированной организации отмечают, что выявляются микроутечки газа, которые потребитель никоим образом самостоятельно обнаружить не может. Но такие микроутечки при скоплении газа могут привести к очень серьезным последствиям. А вообще предусмотрена ли какая-то ответственность для потребителей, которые не допустили сотрудников газовой службы к себе в жилье? Ответственность предусмотрена, причем не только за недопуск представителя специализированной организации, но и за уклонение от заключения договора на содержание газового оборудования и за самовольную установку такого оборудования. Ответственность предусмотрена в виде наложения штрафа. Сумма штрафа составляет от 1000 до 2000 рублей, но при возникновении аварийной ситуации, либо же при угрозе ее возникновения, сумма штрафа составляет уже от 10 тысяч рублей до 30 тысяч. И за 2020 год, вот с начала года, к административной ответственности за недопуск привлечено уже свыше 30 человек, и за самовольную установку газового водонагревателя 1 человек. И здесь я бы хотела призвать всех потребителей, у кого в квартире есть газ, ответственно относиться ко всем вопросам, связанным с использованием газа и газового оборудования. Потребители должны понимать те последствия, которые несут их действия, неверные действия, либо же бездействие. И, к сожалению, эти последствия гораздо серьезнее и опаснее, чем при авариях на других системах жизнеобеспечения. Ольга Михайловна, спасибо вам большое за столь подробную и очень важную информацию. Спасибо вам.